Сам я коренной гомельчанин, родился в Гомеле, вот уже не живу там с 2006 года, но когда приезжаю, это довольно редко, раз в год примерно. Мне немножко грустно смотреть на город, потому что он становится все больше похожим на Минск, его закатывают в плитку, улицы расширяются, он становится более автомобильный, человеку становится все меньше места. Я вот сейчас приехал, шел по улице Кирова, и там возле Белгута сделали такой переход, что мне пришлось там чуть ли не полкилометра обходить, чтобы, как раньше, я бы просто 10 метров перешел дорогу. Я так и не понял, для чего сделали такой переход. Это жутко неудобно, и чтобы кто-то не перебегал, там сделали заборы, сделали кольцо. Возможно, автомобилистам так на самом деле удобнее. Я не знаю, я не ехал на автомобиле по Гомелю, но ходить, гулять пешком по этим всем бульварам, которые высажены, совершенно неудобно. Я так понимаю, это не единственная там такая развязка, там и дальше идешь. Мне кажется, для пешеходов это очень неудобно. А все-таки пешеход должен быть главнее, чем автомобилист. Хотя автомобиль это очень удобно, но все-таки прямоходящий человек, вот, который ходит, он все-таки должен нормально ходить. Если город превращается просто в переходы над дорогами, то зачем там быть человеку? Может, оставьте его вообще автомобилем. И когда я уезжал, это был город зеленых каштанов, а сейчас это каких-то подрезанных палочек. И каштанов, по-моему, не так много. Когда моя бабушка показывала мне пруд в парке, я не узнал его, потому что оно было все в зелени. Это как будто бы какой-то тропический город. И тоже, если посмотреть на старые фотографии, допустим, улицы Советской, то там раньше везде росли деревья. А теперь это все больше напоминает Минский проспект. Это просто голые тротуары, и по которым неинтересно совершенно ходить, потому что или палит солнце, или идет дождь, и ты нигде там не спрячешься, и только машины. Он стал менее комфортным. Вот такого вот желания там погулять особого нету. Я представляю, что делает турист, который приезжает. Наверное, можно пойти в парк. Хотя сам парк, мне кажется, тоже, на мою точку зрения, ухудшается. Его весь закатали в эту плитку. Не знаю, кому нужно, кто-то ее может производить или еще что-то. Насколько я понимаю, есть какой-то уровень коррупции, потому что стоят куча заведений, открывали в парке. Даже этот знаменитый бар-квартирник, мне он нравится, там много прикольного чего происходит. Но его построили на месте, в мое время там раскопали келью монаха. Вот в таком вот месте, в котором вот набережная, там все прикольное, просто ставятся какие-то торговые объекты. Я помню, Ирина еще сервис, да, наши все бандиты, которые реализировали. Привет смотрящим Гомеле. Улица Дворникова, моя родная. Но мне кажется, нельзя полностью впускать в этот парк, вот весь этот бизнес. Нельзя там поставить Евроопт, потому что там оттуда все исчезнет. В Гомеле замечательный парк. Я думаю, что это лучший парк в Беларуси. Я не видел лучше парка. Есть похожий парк в городе Умань в Украине, который построила итальянская принцесса, которую взял польский магнат себе в жены, и она не смогла жить в этом во всем. И она туда, кстати, привезла каштаны, акклиматизировала очень много деревьев, которые потом распространились везде. И вот в Гомеле этот парк, это просто был отдельный континент. Я бы убрал вообще всю эту плитку и засыпал бы не знаю, как в Варшаве сделано, таким мелким, желтым, как бы гравием есть такой, чтобы ты ходил и чувствовал, что это не город. Зачем там, плитка вообще? Может, с коляской там тоже можно было пройти как-то по-другому. Но это же парк, там же корни деревьев, они же растут, не знаю, проходят под этой плиткой, вздымают ее. Там же клевые деревья в Гомеле. Для начала людям, которые принимают решения об внешнем облике Гомеля, хорошо, если бы эти люди посмотрели, как происходит в других местах, где уже люди столкнулись с этой проблемой. Это общая мировая проблема. Весь 20 век люди закатывали все в бетон. А в этом ничего плохого нет, потому что трава все время растет, бетон не растет, он вечный, лучше, чем асфальт. Боролись с природой, чтобы оставить лучше, чтобы удобно было ходить, все хорошо. Но так доборолись, что осталось очень мало чего-то настоящего. Человеку не радует его жить в этом бетоне. Когда только один бетон, становится немножко скучно. Сейчас этот бетон разбавляют стеклом зеркальным и пластиком. Мне он даже кажется хуже, чем бетон. Эти все торговые центры, которые стоят, они абсолютно безвкусные. Это просто ужасная штука. Я понимаю, это бизнес, это хорошо. Прикольно, что они вообще в Беларусь пришли, потому что уровень торговли у нас был невысокий. Но я про то, что если бы люди, которые этим занимаются, планируют это, они бы съездили в страны, которые уже столкнулись с этим, и они поменяли свои города. Варшава заузила улицы в центре, уменьшила трафик. Эта улица Кирова, она не должна была бы стать транспортной артерией. У каждого скоро будет машина, а то и по две, и что туда вообще не останется тротуаров. Прикольно, когда по городу можно ходить пешком. И туристы, которые приезжают, они не ездят на машинах. То есть ни один турист не приедет просто посмотреть, как клево здесь по развязкам и светофорам кататься. Я думаю,
думаю, что, во-первых, нужно, скажем так, защищать свой город от того, что его, допустим, меняют люди, у которых, может, нет или ни компетенции нету, или у них просто они не понимают, что они делают. Они обрезают деревья не потому, что они такие злые, плохие. Они обрезают деревья, чтобы они не падали и так далее. Но когда это делают таким варварским способом, мне кажется, надо прийти и сказать, ну, ребята, нам это не нравится. У всех же есть дети, прикольно гулять, не знаю, собирать эти каштаны, быть в тени каштанов. Все это можно поменять, деревья растут довольно быстро. Плитка это хорошо, но как бы оно прошло. Просто Беларусь, она немножко еще, ну и Гомель в том числе, он отстает от таких, от мировых тенденций. Ну прикольно, когда здесь все выкатают этой плиточкой, будет хорошо, но мне кажется, можно и закрыть этот плиточный заводик. Уже хорошо, ребята, ровненько, чистенько. Но теперь надо что-то еще.